Я сказала насчет английского, китайского, так она же, Воробаева поступила же на китайский, что-то такое. Говорит, у меня с китайским уклоном, я хочу китайский дополнительный, английский дополнительно изучать, все такое. Меня зовут Айгерим, мне 18 лет, я студентка второго курса КГУСТа, учусь на экономиста, поступила, слава богу, на бюджет. Любовь к чтению у меня с детства, так как моя мама очень тоже любит читать. Мы с ней просто, когда я новые книги приношу или мы находим какие-то интересные книги, мы с ней читаем, обсуждаем эту тему, и мне это очень сильно нравится. Я очень люблю встречаться с своими подружками, у меня есть хорошие подружки, они знают про моих родителей, они нормально, спокойно восприняли. Ой, мне кажется, это Да, у меня там было сколько уже? 4-5 уроков. Ой, нормально, такое. Давай на китайский ходи. Да, я английский. На английский что или там пока преподаватели? Нет, Алинка может ходить. Преподаватель она что ли? Да, она может преподавать. Там одна студентка есть. Ты можешь преподавать бесплатно. Давай реально. Это по вторникам. Так, это по средам. Нет, в 3 часа. В смысле, они выступают, там все чаберсы, они берут, хозяину дают. Да, они сейчас на монумент пойдут, они там ходят. Они там каждый день выступают. Денег? Денег. Идем сюда. Идем сюда. Давай, давай. Ой, молодец. Вот, вот, вот. Дана, вот. О, молодец. Ну-ка, пошли. Это мой папа. Отец у меня любит больше всего. У него есть свои дела, которые фиг не поймешь. Такая работа разложить, сделать, отремонтировать что-то. А мама любит очень готовить. У нее выпечки просто класс. Да, конечно, проблемы были не только в школе, но и везде, где я сама была. Многие просто отворачивались, узнав, что родители такие. Они думали, это просто... Они не могли принять это, что такое возможно, что от таких родителей, которые не может родиться дочь, которая вообще может родиться ребенок, который полноценно разговаривает, он физически ничего нет, он хорошо, во всем нормальный, во всем хорош. Президента спросили о так называемых малокомплектных школах и о школах, находящихся в глубинке. Ведь объективно возможностей там меньше, а школьное образование должно быть на достаточно высоком уровне по всей стране. Который почувствовал, я высший ученик школы, поэтому оглашать абсолютного учителя. Спасибо, это очень значимо. Ко мне, если честно, не все равно, как ко мне относятся. Главное, чтобы моих родителей в обществе просто принимали. Не только моих родителей, но всех людей такие, как они, которые не слышат, которые не видят, или у кого кто-то инвалид по разным причинам. Просто не только глухонемых, но многих, которые неполноценно физических в обществе вообще не принимают. Я хочу, чтобы ко всем относились одинаково. Несмотря на то, что они не слушают, но они видят, у них есть руки, они много чего могут делать. Они даже лучше некоторые вещи делают.
очень трудно, когда они без меня куда-то ходят, в больницу или документы что-то сделать, паспорт сделать. Люди не пытаются сказать, даже сказать они просят, говорят, да, мы понимаем, просто давайте вы нам будете писать, а мы вам это так письменно отвечать. Они даже этого не понимают, их просто как собак просто говорят, иди отсюда. Так же делать тоже нельзя. Это в основном в обществе не принято. Они без переводчика не могут пойти в больницу, не могут сделать документы. Очень мало людей, которые соглашаются, говорят, да, хорошо, давайте мы вам поможем. Как ребенок, все хорошо с ней? Она же глаза открывает, видит, или все хорошо? Уже слух, зрение, все есть, да? На кого похож? Они много чего хотят слышать, услышать голос своего ребенка. Как мотор вообще звучит. Верующие мечтают слушать церковный хор. Девушки в основном мечтают слушать капель дождя, шум прибоя на море. Не то, что слышать и пропускать мимо ушей, именно вникать, понимать полностью, весь звук в себя вбрать и слышать, как это. Они об этом очень много мечтают и часто. Пойти купить хлеб, сказать это продавщице, это очень трудно. Пока дождешься своей очереди, скажешь, какой хлеб купишь, многие же говорят, ой, ты это обратно, ты типа иди в другой магазин. Они еще не понимают, что им тоже нужно питаться этим хлебом, им тоже нужно покупать вещи, как и всем другим. Просто нужно, я хотела бы, чтобы их принимали в обществе, несмотря на их физическую недостаточность. Бог может найти применение для всех нас. Как бы нам ни казалось, какой бы немощью мы не обладаем сегодня, Бог способен. У Него премудрость, у Него богатство премудрости, чтобы найти, как использовать нашу немощь. Я болен, я стар, я молод, я беден, я бывший наркоман. Братья и сестры, давайте будем думать больше не о том, что мы не можем сделать в одиночку, а о том, что мы можем сделать вместе с Ним. Ты небес пришел, чтобы нас спасти от зла.